Сегодня у нас с вами первая встреча. По существу вы начинаете свою работу со встречи с представителями народов, населяющих нашу Чувашскую республику. Я вас знаю давно. Вы прекрасный руководитель. А в культуре именно должны работать такие люди, которые обладают этими качествами. Мне кажется, все, что сказал Лев Пантелеймонович, да, действительно, мы давно сотрудничаем, много разные проекты вместе реализовывали, но тем не менее, наверное, это пока аванс все-таки в мой адрес. Я очень надеюсь, что я оправдаю эти ожидания с вашей помощью. Создание ассамблеи Дома дружбы народов — это является величайшим событием республики. Это институт общественный, выше, чем другой университет. А мы здесь проводили встречу всех студентов, всех национальностей, поверьте, пожалуйста, которые обучаются в Чувашской республике, плясали, пели, и все радовались, и стоя слушали, пели калину песню, русскую калину. И народное единство провести на самом высоком уровне, не повторяя то, что было, а чтобы представители каждого народа показали свой талант. Собраться на большой сцене, что же все увидели, насколько богата Чувашская земля, благодаря тому, что здесь живут люди разных национальностей, с разными взглядами, возможно, и с разными традициями, но всех объединяет это наша прекрасная республика. Каким-то образом, чтобы это показывало, что это единство, что это какой-то межнациональный праздник, что это праздник всенародный или всероссийский, чтобы показать его. Провести большую международную конференцию на базе ассамблеи об основных направлениях привлечения талантливой молодежи в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации. Представители каждого народа пусть покажут свою культуру и выступят своим лицом. Я хочу сказать, что мы должны прежде всего усилить роль Ассамблеи народов Чувашии. Хорошо, что Ассамблея действует, хорошо, что она пользуется авторитетом, потому что есть во главе нашей Ассамблеи уважаемый Лев Пантелеймонович, Аксакал, патриарх. Хорошо, что есть вы здесь, вот, которые вместе сидят и которых здесь нет. Ибо их героизмом дается, их фанатизмом дается тот покой, который есть в республике. Здесь присутствует депутат Государственной Думы. А не пора ли создать в Чувашской республике комитет по делам национальностей? Мы должны сосредоточить усилия на проведении таких мероприятий, о которых председатель говорил, в частности, в международной научной конференции. Поэтому почему? Потому что они дают не только теоретические выкладки, но и дают они и практику решения национального вопроса. И одним из таких мероприятий может быть, Светлана Анатольевна, Кокельский международный премьер. Мы желаем вам только успехов, тесном борьбе. Мы хотим показать всем, пусть каждый выходец из села, талантливый или талантливый, бизнесмен или богатый, установил на своей родине и всем своим сородичам, великим поэтам, деятелям культуры, наук, образования, врачам, учителям, памятники. Вы понимаете? Эта работа проводит ассамблея. Я обсуждал эти вопросы до начала со всеми членами ассамблеи народов России и Чувашской республики. И прислал телеграмму советник президента Российской Федерации поздравления деревни Чувашские Шапки Батовского района.
Что скажете? Памятник Пушкину, я уже там говорила, местное население, они не ожидали, что в их деревне будет памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Олег Тельманович, от имени Союза профессиональных писателей Чувашской Республики, искреннее сердечное спасибо. На самом деле, с вашей подачи, это ваша идея, и с помощью работы скульптора Николая Кондрашкина это все вы реализовали. О том, что если даже у нас здесь будет так сложиться, что уйдет кабинет, в котором сейчас проходит занятия нашего ансамбля чеченского, там уже получается интернационального, то он будет заниматься на территории государственного ансамбля Чувашской Республики. То есть мы будем беречь, хранить и по возможности эту работу укрупнять. Она нужна. То есть здесь, конечно, люди, которые возглавляют национальное объединение, ваш интеллект, ваша позиция, уважение вас, вашим сообществом здесь будет играть роль. Спасибо. И в этом плане мы, конечно, с вами рядом. Спасибо. А если не хватает где-то помещения, надо организовать новые помещения, новые строить, новые направления. В этом заключается сила. Я хочу отметить, что, Лев Пантелеймонович, ваши сомнения, что ассамблея, Дом дружбы народов, она организовалась, никогда она не должна закрыться. Она должна развиваться, она должна и финансово, и духовно обогащаться только. И, конечно же, я убежден, что заднего хода нет. Я хочу отметить, что Олег Алексеевич, вот вы заметили или нет, очень хорошо, наверное, вместе и как к нам относится. Да, это и вы помните, он свой плотный график пришел к нам сюда на встречу. Мы вместе с вами встречались. Будем уважительно и очень ценностно относиться ко всем народам, которые проживают на территории Чувашской Республики. И в этой связи всецело будем поддерживать вот все то, что наработано на площадке Дома дружбы народов. Все, что наработано, на мой взгляд, нам надо использовать для того, чтобы выработать новые направления. Дом дружбы народов города Москвы. Мы с ними дружим. Вот Тарасов там руководитель дома. Давайте вот соглашение подпишем о сотрудничестве, о взаимной помощи. Они, я думаю, с удовольствием тоже на это пойдут. Все свои произведения, которые я создал, я подарил чувашскому народу. Почему именно чувашскому народу? Потому что вот первую мою встречу организовал мой друг Бабас Ребят Константинович, лучший учитель чувашского языка для меня. Вот. Значит, что я скажу? Я был просто восхищен чувашским народом. Такой красоты, такой чистоты города я нигде не видел, понимаете? Это особая атмосфера Чебоксара. Впервые избрали в состав Всемалийского совета представителя Чувашской Республики, которым являюсь я. Спасибо. Да. А Светлана Анатольевна включить. Спасибо. Я думаю, будем тесно сотрудничать. Спасибо. Хочу, чтобы этот Дом дружбы был самая яркая страница в истории чувашского народа, который показывает интернационализм, который показывает пример, как нужно жить в единстве. Может быть, и Чувашия здесь не богатый, да, но не богатый в деньгах, но оно душевно очень богато. Мы, люди, пришли на этой земле, не на земле Чувашии, вообще с одной единственной целью – сделать наш мир лучше, добрее, честнее, более прекраснее. Чтобы дружба настоящая была на высоте. Все остальные направления творчества, они возвышались на основе большой дружбы. Дом дружбы должен определять направление деятельности. Вы же были в Татарстане, видели, как это организовано. Чеченский культурный центр проводит 16 октября 15 часов в Доме дружбы праздник День узбекского языка и культуры. Пользуясь случаем, приглашаю вас всех. Будем видеть нашим праздником, будем рады. Особенно вот Светлана Анатольевна, первый
из культурных центров при вашей начале работы, наверное, наш праздник. Будем очень рады, чтобы вы присутствовали в нашем празднике. Thank you.